Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что жители северной части Крымского полуострова могут слышать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас можно слышать в сети интернет. На сайте Крым Реалии найдете сигнал трансляции. Прямые эфиры мы транслируем в Facebook и на YouTube. Там же можно комментировать наши эфиры. Можно принять непосредственное участие в обсуждении, дозвонившись к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Тема дня. Итак, поговорим мы о деле Эрвина Ибрагимова. Уже почти 2 года прошло после похищения его в Бахчисарае. Есть видеозапись, как его похищали. Есть родственники, которые продолжают поиски Эрвина, но нет, собственно, расследования этого дела. Кто и как расследует похищение Ибрагимова в Крыму? Почему подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя отклонил жалобу адвоката на бездействие следователя в расследовании этого похищения? Об этом всем мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. Со времени похищения крымско-татарского активиста Эрвина Ибрагимова прошло чуть больше 2 лет. Он пропал в мае 2016-го в Бахчисарае. На видео с камеры наблюдения, которое позже опубликовали активисты, видно, как Ибрагимова остановили люди в полицейской форме. Он попытался сбежать, но его поймали и насильно посадили в автомобиль. Затем машина направилась в сторону Бахчисарайского водохранилища. Дальнейшая судьба активиста неизвестна до сих пор. А в этом году на месте его похищения под патронатом российского главы Крыма Сергея Аксенова провели крымско-татарский праздник Хыдырлес. На момент похищения Ибрагимову был 31 год. Он избирался депутатом Бахчисарайского горсовета и принимал активное участие в работе местного меджлиса. В августе 2015-го Ибрагимов был избран членом исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Он стал одним из 6 делегатов от Украины и Крыма, которые вошли в руководящий орган конгресса. Через месяц после похищения Ибрагимова российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, якобы его видели на полуострове живым и здоровым. В эфире телепрограммы «Наше право» она также рассказала, Ибрагимова могли похитить с целью получения за него выкупа. Однако добавила, есть и другие мотивы совершения преступления. Это похищение с целью дестабилизировать ситуацию в Крыму, желая оклеветать и оговорить специально правоохранительные органы Республики Крым в связи с тем, что когда было совершено похищение Эрвина, была видеозапись, согласно которой можно было увидеть, что данное преступление совершили люди, которые были одеты в форму сотрудников ГИБДД. Это не соответствует действительности, поскольку данного поста не было. Данный автомобиль не зарегистрирован как автомобиль сотрудников ГИБДД по Республике Крым. Родные Ибрагимова трактовали слова Поклонской как попытку скрыть виновных. В июле 2016-го у здания посольства России в Киеве состоялась акция в поддержку Эрвина Ибрагимова. Координатор Крымсоц Тамила Ташева рассказывала журналистам, российские правоохранительные органы только саботируют следствие. Нужно призывать украинскую власть для того, чтобы они заводили криминальные дела, которые мы дальше можем передавать в Европейский суд по правам человека, либо в Международный трибунал. С тех пор акции в поддержку людей, пропавших в Крыму, проводятся ежемесячно. В мае этого года Российский Верховный суд Крыма поддержал решение Киевского райсуда Симферополя и отклонил жалобу, которую ранее подал адвокат Эмиль Курбединов к органам следствия. Речь идет о запросах защиты касательно похищения Эрвина Ибрагимова, которые были проигнорированы российскими правоохранительными органами. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона студии. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, обсуждаем мы дело Эрвина Ибрагимова. И с нами на связи Умер Ибрагимов, отец похищенного в Бахчисарае члена меджлиса Эрвина Ибрагимова. Умер, здравствуйте. Итак, расскажите о том, насколько я
знаю, вы продолжаете поиски Эрвина, которые вы начали самостоятельно сразу после того, как он был похищен. Расскажите об этом, что вам удалось узнать. Ну, доброе утро. На протяжении 2 лет я понял, это первые месяцы, то, что мы обращались, якобы, или принуждали их, что ли, первые 2-3 месяца, пока велось дело моего сына в Бахчисарае. Они какие-то проводили следственные это действия, ну или под давлением, или что, вот то, что, потому что я их каждый день на них наседал. Но после передачи в Главное управление следственного отдела дело остановилось вообще на мертвой точке. Вот в течение 20 месяцев она ничего не проводится, ничем не занимается. Я понял в этом смысле, я сказал и не останавливаюсь на этом. Ищу все возможности, ходы и выходы, где как что. Обращаться к властям, я понял, что это бесполезно, это зря потерянное время. Вывод я вот на этом и сделал. Вы показали последние суды, то, что обращение на бездействие следственного отдела, что в Киевском райсуде, что в Верховном суде, мне дали понять, что они якобы работают, но я их действий не вижу на протяжении 20 месяцев. Ну вот смотрите, есть видеозапись того, как похищали Эрвина, и похищают его люди, одетые в форму сотрудников российских органов внутренних дел, да, я так понимаю, в данном случае речь идет о сотрудниках ГИБДД. Что вам говорят в ответ на это? Вот вы им показываете видео, где гаишники похищают человека. Эта видеозапись есть. Как вам объясняют происходящее? Проводили ли проверку? Искали ли этих сотрудников ГАИ, которые могли там быть? Они ссылаются, что это не проводили, что они пост не выставляли. Ну, даже элементарно, то, что вот они ссылались, что детализацию звонков, которые должны они получить, якобы с Краснодарского края, пока я сам не поехал, не получил эту детализацию звонков и принес им в руки дал. Те, которые должны производить следственный отдел. Это во-первых. Во-вторых, то, что вот в сторону ставка похитили, там же ставок, по истечении 1,5-2 месяца прошло, они посылают водолазов. Это опять-таки пыль в глаза пускать. Сами водолазы были возмущены. Там, говорит, ну что, прошло столько времени, посылают, это, говорит, нереально. Это во-вторых. В-третьих, они получают то, что я первый раз, когда уже повезло мне в том, что мы изъяли этот диск. Если бы мы не изъяли бы диск, мы бы не могли бы и доказать. Это в-третьих. И в-четвертых, то, что они ссылаются, я первое обращение, когда я увидел этот диск, начал обращаться во все инстанции, МВД, прокуратуру, следственный отдел. Они приняли, скрипя зубами, но ФСБ мне сразу отказало в принятии документов о похищении моего сына. Я им хотел предоставить видеозапись и заявление по поводу похищения моего сына, где они мне отказали, и пришлось мне отправлять через почту с уведомлением. И я уже тогда понял, что мне не дадут положительного результата. Опыт общения родственников тех, кто был похищен или пропал в Крыму, говорит о том, что чаще всего сотрудники российских силовых структур, Федеральной службы безопасности, они советуют родственникам молчать. Молчать, не говорить ничего, что, мол, чем тише, тем проще будет работать следствию, и тем быстрее найдут человека. Были ли к вам такие предложения, просьбы, чтобы вы не говорили о том, что пропал ваш сын, чтобы вы не заявляли ничего публично? Ко мне таких обращений не было, но я вижу из того, что ранее похищены были люди, они до сих пор без известности. Но я сделал факт. В любом случае, мне надо ставить в известность. Это все мировое сообщество. Раз здесь меня не слышат, мировое сообщество, может, они как-то могут связаться на международных площадках. Я вижу, может, где-то кому-то что-то сказали, я не знаю. Многие, может, и боятся или скрывают. Вот. Я страх давно уже потерял. Я говорю, я
не в том смысле боюсь, не боюсь, в смысле том, что это же не вещь какая-то, не мешок картошки, который можно похитить. Ну, я понял, сделал вывод в том, что судят не тех, кто виноват, а судят невиновных. И находят это быстро невиновных, несовершенных преступлениях. Адвокат Эмиль Курбединов подавал в подконтрольной России Киевский районный суд Симферополя жалобу на бездействие следователя в расследовании похищения Эрвина, и суд эту жалобу отклонил. Ожидали ли вы такого решения? Что еще можно сделать, чтобы как-то хотя бы заставить следствие в Крыму работать по этому делу? Есть ли у вас идеи? По этому поводу заставить это трудно сказать, потому что я же говорю, в течение 2 лет я не видел никогда положительного результата. То, что такой ответ ожидаемый был и в Верховном суде, потому что в Киевском райсуде, когда мы первый раз должны было у нас состояться это суд, следственный отдел якобы следователь не явился на заседание, перенесли нам на неделю, но там она решилась в пользу следователя и прокуратуры. Хотя мне там не давали слова, а в Верховном суде мне дали слово. Я объяснил, там решается, как вам сказать, может уже написано, подготовлено до дела. Там выходит, считанные минуты. Зайти, выйти, вынести приговор. Перед тем, как начать беседу с вами, у нас был сюжет, где был приведен комментарий так называемого прокурора на тот момент Крыма Натальи Поклонской. На тот момент, когда она говорила это в эфире телеканала «Милет», уже более года прошло с похищения Эрвина Ибрагимова, и она говорила, что одна из версий — это якобы похищение с целью дестабилизировать ситуацию в Крыму, с целью оклеветать и оговорить правоохранительные органы. Дайте, пожалуйста, оценку этому комментарию. И есть ли у вас, вот уже спустя 2 года поисков, гипотеза, кто и за что мог похитить Эрвина? Я даже не могу сказать, это затрудняюсь, потому что вы сами видите по течению этих лет, есть, которые, может быть, то, что Эрвин работал в райгосадминистрации, член Меджлиса был, член Всемирного конгресса был. Может, в связи с этим связано, хотя к нему до этого, пока он здесь, была слежка. Это вот по истечении времени я знаю, что за ним наблюдали за каждым его движением в течение месяца. Это поскольку мне известно. А те исчезновения, те, которые исчезают, независимо там они в политике, не в политике, в деле, не в деле, ну и возрастные. Кто-то занимался своим бизнесом, смотрел свою семью. Кто-то не занимался, кто-то якобы учился, и 19-летний. Ну вот, даже по истечению возраста, вот посмотреть похищенных, я даже не могу сопоставить, с чем связано. Ну, то, что Эрвину предлагали работать в райгосадминистрации дважды, он отказался, может, в связи с этим связано. И также к нему обращались люди, мол, если ты не пойдешь туда работать, тебе в другом месте не дадут нигде работать. Были такие слова. И были те угрозы от своих структур, что якобы, со слов я друзей слышал, что не забывай, что тебя, мол, якобы или вербовать они его хотели, или что. И говорили с таким, мол, не забывай, что у тебя брат с сестрой есть. Угу. Хотя Эрвин, может быть, не хотел нас расстраивать, поэтому он и молчал, и делился с близкими друзьями. Мы продолжаем эфир, и я напомню, что с нами на связи Умер Ибрагимов, отец похищенного в Бахчисарае Эрвина Ибрагимова. Умер, историю Эрвина не забывают здесь, на материковой части Украины. Регулярно проходят акции, в частности, у посольства Российской Федерации в Киеве, где активисты требуют обратить внимание на историю этого похищения и, наконец, начать расследование. Как вы думаете, насколько действенным может быть такое, чем еще можно помочь вам в этой истории? Ой, я даже не знаю. Но единственное, что вот я вижу, каждый месяц мы с семьей ждем это число. Напомнить, конечно, мы благодарны к общественной организации «Крымсоц», что они проводят ежемесячно эти акции.
Ну, она дает, что якобы они не видят, не слышат, ни о чем не знают. Хотя эти результаты доходят и до Москвы, я это уверен в этом. Но мы стучимся пока в закрытые двери. Единственное обращение вот через СМИ, единственное может то, что помочь международной площадке, где встречаются на разных конференциях, на встречах. Единственное там упоминать хотя бы не только Эрвина, а всех похищенных, те, которые томятся ни за что по придуманным преступлениям. Я думаю, решать только может на международных площадках. Недавно в средствах массовой информации проходили сообщения о том, что местом празднования Хыдырлес в Бахчисарае в этом году как раз-таки выбрали то место, где был похищен Эрвин Ибрагимов. И это называли верхом цинизма. Вот как вы считаете, прокомментируйте, пожалуйста, что это такое происходило и вообще, как относятся вот крымские власти, да, к вашей проблеме. Давайте вот резюмируем. Вот эта история похищения. Насколько цинично можно назвать то, что происходит сейчас в Крыму, отсутствие расследования, проведения Хыдырлеза на месте похищения? Я не знаю, не могу сказать, это они специально сделали или... Ну, я, скорее всего, думаю, умышленно, может, выбрали именно это место. Может быть, я не знаю. Хотя в местные власти, сколько я обращался, у меня как под копирку они отправляли одни и те же сообщения. Если не согласны якобы с нами, мол, обращайтесь в суд. Это все возможные разные инстанции, начиная от МВД, прокуратуры, Следственный отдел, ФСБ. Вот. Поэтому они мне положительные результаты никогда не давали. А то, что здесь провели, конечно, это неприятно, может, по-живому, знаете, как сказать, затронуть, чтобы больнее было, может быть, не знаю. Хотя многие близкие люди, там и знакомые, неприятно было, конечно, это. Ну, что сделаешь, пока у них в руках все. Ясно. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Умер Ибрагимов, отец похищенного в Бахчисарае члена Меджлиса Эрвина Ибрагимова. Напомню, номера телефонов. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете присоединиться к нашему обсуждению, позвонив по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем трансляции в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к ним. Пишите свои комментарии. Мы обязательно зачитаем наиболее интересные. Продолжим эфир через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10:00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Итак, продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о деле Эрвина Ибрагимова, который был похищен в Бахчисарае 2 года назад. И уже 2 года следствие не дает никаких результатов. И судя по тому, что говорят родственники и адвокаты, следствия, в общем-то, и нет. С нами на связи Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Эскендер, здравствуйте. Итак, несколько слов о том, что происходит с этим делом, с делом Эрвина Ибрагимова. Почему, по вашему мнению, в Крыму никак не расследуется это дело, несмотря на вполне характерные зацепки, которые могли бы быть у следствия, в частности, видеозапись похищения? Ну, я бы сказал, я считаю, что все-таки это похищение, это политически мотивированное похищение. И на сегодняшний день, по нашим данным, уже получается 17 человек, которые выкрадены в Крыму. И о них нет никакой информации. И в большинстве своем практически все данные похищения не расследуются. Они находятся в таком вот, вроде бы и находятся еще дела не закрыты, и в то же время нет активных каких-либо действий. И именно живым примером является наглядным, примером является
то, что по Эрвину Ибрагимову мы не видим никаких прояснений. То есть я думаю, что это опять же связано с тем, что к этому причастны все-таки представители силовых структур оккупационной власти, либо так называемой самообороны. Потому что не найти человека или, скажем, не расследовать эти дела, я считаю, что просто нет желания у следователей и нет желания у оккупационной власти. К сожалению, сейчас и ситуация со Сташенко. Мы четко знаем, что его задержали. Мы четко знаем, что он находился в комитете следственном. И его должны были забрать адвокаты. И в этот день тоже вдруг он исчезает. И последний случай с молодым парнем 9 мая. Пока тоже неизвестно. То есть практика исчезновений людей в Крыму, к сожалению, продолжается. И поэтому мы со своей стороны должны делать все, чтобы больше обращать внимание международной общественности и больше оказывать давление на Российскую Федерацию, потому что она контролирует оккупированный Крым, и она несет ответственность за каждого пропавшего человека, за каждого пропавшего человека и за расследование подобных преступлений. Но вот адвокат Эмиль Курбединов направлял в так называемый суд жалобу на бездействие следствия, и жалоба была отклонена. То есть нам надо понимать, что в принципе это еще один сигнал о том, что в Крыму не намерены вообще как-то вести следствие по этому делу. Да, однозначно, потому что мы же все-таки, если опять же обратиться к видео, то действительно у нас есть прямые подозрения, что к этому причастны силовые структуры. И понятно, что оккупационная власть не заинтересована в том, чтобы это дело было расследовано. Другой вопрос, что, конечно, хочется надеяться, и мы надеемся, что все-таки Эрвин Ибрагимов, как и другие пропавшие без вести люди, может быть, живы, и они вернутся все-таки в семьи. Но, к сожалению, уже, как Эрвин Ибрагимов, уже был выкраден, уже скоро исполнится 2 года, 24 мая. Как был выкраден Тимур Шаймарданов, уже исполнилось 4 года. То есть, к сожалению, мы не видим хотя бы каких-либо реальных действий со стороны оккупационной власти, потому что она, я считаю, причастна к этим насильственным выкрадываниям людей. Ну вот, в частности, Тимура Шаймарданова, да, мы тоже неоднократно рассказывали о его истории, продолжаем следить за этой историей. Тимур Шаймарданов был активистом Украинского дома, да, и он исчез вот в разгар оккупации Крымского полуострова. Чем занимался Эрвин? Расскажите об этом. Он был членом регионального меджлиса. Чем он мог привлечь внимание? Почему похитили его? Эрвин Ибрагимов, он был делегатом Курултая, он является делегатом Курултая, я бы сказал бы так. Он является членом местного меджлиса бахчисарайского, и на тот момент своей активной деятельности он практически на Ахтем-Чийгоз находился в тюрьме, в СИЗО вернее, и Эрвин Ибрагимов, по сути дела, исполнял обязанности председателя бахчисарайского местного меджлиса. Ну и на тот момент он уже стал членом исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Я думаю, что оккупационная власть, тем более выкрадывание Эрвина, произошло в тот же период, когда начались активные действия по запрету меджлиса. Поэтому я думаю, что оккупационная власть, видя, что Эрвин Ибрагимов является молодым человеком, человеком, который может дальше вести работу в контексте активности крымско-татарского народа, и они в нем увидели потенциального активиста, потенциального лидера хотя бы на уровне Бахчисарайского района, который является, скажем, где достаточно высокий процент проживания крымских татар. И я думаю, скорее всего, это с этим связано, для того, чтобы больше и больше нейтрализовывать, скажем, или даже нейтрализовывать от активности крымско-татарского народа.
Я думаю, может быть, с этим связано. А что касается Тимура Шаймарданова, я также его лично знал, мы с ним очень были давно знакомы и знаю его еще со студенческой скамьи. И в период активной фазы оккупации Крыма Тимур Шаймарданов был одним из тех, кто стоял у воинских частей и создавал живой барьер для того, чтобы не было силовых действий по отношению к украинским воинским частям. Спасибо вам. Напомню, что беседовали мы с Искендером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа, председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Обсуждали мы минувшие полчаса историю Эрвина Ибрагимова, который был похищен почти 2 года назад. Есть видеозапись того, как его похищали. Делали это люди в форме сотрудников российских силовых органов, да, правоохранительных органов. В данном случае речь идет о сотрудниках ГИБДД. Несмотря на то, что есть видеозапись, спустя 2 года следствие не дало никаких результатов, а подконтрольный Кремлю суд отклонил жалобу адвоката на бездействие этого следствия. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору во время прямого эфира 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию нашего эфира в социальных сетях, в Facebook и на YouTube. Можно не только смотреть, но и комментировать происходящее. Мы обязательно зачитаем самые интересные комментарии. Продолжим через несколько минут.